Эфир Абхазского телевидения продолжается. Вы смотрите информационный выпуск Камши-Кушара. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Вопрос регулирования экскурсионного рынка обсудили в парламенте на расширенном заседании профильного комитета. Международная летняя школа «Учитель года» открылась в Цандрыпском лицее-интернате. Начались работы по укладке тротуарной плитки на отрезке от проспекта Аяйра до набережной в районе теннисных кортов. В парламенте состоялось расширенное заседание Комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам под председательством Беслана Халваш. На повестке дня вопрос регулирования экскурсионного рынка и поддержки малого и среднего предпринимательства в сфере туризма. В заседании приняли участие спикер парламента Алаша Ашуба, заместитель премьер-министра Вараздат Минасян и министр туризма Астамур Улугуа, представители министерства по налогам и сборам и турбизнеса. Проведение сегодняшнего комитета продиктовано соответствующими обращениями и тем, что эта тема активно обсуждается и в абхазском обществе, среди граждан, среди делового сообщества. Поэтому мы должны, наверное, находить ключи к решению этих вопросов. Говорю общее, но пока этого ключа не вижу. На мой взгляд, сегодняшняя встреча наша в парламенте связана с тем, что нужно найти пути выхода из ситуации. Во всяком случае, на этот путь встать. Да? Действительно, местные ательеры, наверное, не просто так написали эти письма и соответствующие обращения. С другой стороны, я понимаю, что есть условия рынка, условия бизнеса. Но мне кажется, что наша основная задача заключается в том, чтобы защитить местного предпринимателя. И вот здесь коллеги говорили, конечно же, правильно говорить Астамуру Умаровичу о развитии, о будущем, о том, чтобы продлить сезон. Это чрезвычайно важно для нашей страны. Но в то же время мы должны исходить, конечно, из интересов местных граждан, которые занимаются этой деятельностью. Расширенный репортаж заседания Комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам смотрите после новостей. В Министерстве туризма состоялась встреча министра Астамура Улугуа с заместителем директора Департамента развития туризма и внешних связей Нижнего Новгорода Еленой Мишиной, приехавшей вместе с нижегородской делегацией в Сухум на празднование Дня города. Стороны обсудили перспективу увеличения туристического потока между Абхазией и Нижним Новгородом, а также вопросы реализации совместных проектов. Особое внимание было уделено развитию культурно-познавательного туризма и созданию тематических маршрутов. 8-я международная летняя школа «Учитель года» открылась в Цандрыпском лицее-интернате. В этот раз она проводится в рамках 23-й экологической экспедиции. Хочется отметить, что лицей-интернат принял гостей в обновленном, отремонтированном здании. На открытии школы присутствовала министр просвещения Хана Гумба. Подробности в репортаже Сарии Кварцхели. В 8-й раз Международная летняя школа «Учитель года» открывает свои двери для обмена педагогическим опытом между учителями из России и Абхазии. В отличие от предыдущих 7 школ, когда в программе участвовали только педагоги, в этом году впервые присоединились школьники из 29 регионов России. Они займутся полевыми исследованиями, практиками и проектами, направленными на реализацию практикоориентированного обучения. В течение 2 недель каждый школьник примет участие в 20 различных программах, а завершит образовательный процесс научно-практическая конференция. На ней будут представлены результаты исследований, таких как анализ качества воздуха и воды в Абхазии, изучение минералов, почвы и климатических факторов, а также других особенностей окружающей среды. Я впервые приехала в Абхазию, но до этого очень много слышала про этот чудесный край. Мои друзья сюда ездили с родителями и в отпуск, показывали мне прекрасные фотографии, и я давно хотела посетить его. А здесь мне представилась такая невероятная возможность сделать это еще и в образовательной поездке, поэтому я очень жду новых впечатлений, познакомиться с культурой и природой этого невероятного места. Я уже видела город Гагры, меня безумно впечатлили виды гор и моря. Мне кажется, самое прекрасное сочетание, которое может быть для человека. Поэтому я думаю, эта поездка принесет очень много положительных эмоций, впечатлений, и мы вернемся сюда еще с семьей.
Параллельно с программой для школьников пройдет встреча российских и абхазских учителей для обсуждения образовательных практик. Программа включает в себя трехдневный форум, на который съедутся педагоги из различных районов Абхазии. Уже 8 июля пройдет День химии и биологии. Через 2 дня ожидается приезд группы учителей физики и математики для участия в мастер-классах. Я благодарю от души Республику Абхазия за такой теплый прием. Мы видим, как нас ждали, как готовились к нашему приезду. И это дорогого стоит. И, пользуясь случаем, я хочу пригласить вас принимать участие во всех событиях, которые проходят на территории Российской Федерации в рамках движения «Учитель года», когда лидеры образования Российской Федерации делятся своим опытом. Мы приглашаем ваших педагогов, мы приглашаем ваших детей, потому что у нас есть целая циклограмма мероприятий, которая в течение всего года позволяет нашим педагогам учиться друг у друга, перенимать лучшие методики и практики. Директор Гагарского лицея-интерната Лиана Пилия пожелала всем плодотворной работы. Я очень рада, что столь значимое событие, мероприятие проводится в стенах нашей школы. Я хочу поблагодарить Министерство просвещения Абхазии в лице Ханы Владимировны Гумба за оказанную помощь в организации столь значимого мероприятия. Хочу пожелать всем нам, чтобы летняя школа жила, чтобы мы обменивались опытом. Участие в таком мероприятии позволяет учителям обновить свои педагогические подходы и методики, а школьникам приобрести ценные навыки работы в команде, научиться проектному мышлению и исследовательской работе. Вся работа будет происходить вот здесь, в Цандрыпше. Часть практики будет проходить в учебных кабинетах лицея-интерната Гагарского, а часть будет происходить прямо на природных объектах. То есть мы будем на берегу моря проводить исследования, вот в прибрежной зоне, изучать растительность, окружающую нас действительность. И в конце расскажем, что мы успели узнать. Большая работа была проведена для того, чтобы принять очень такую большую группу, у нас 250 с лишним человек, для того, чтобы разместить их в общежитии, подготовить учебный корпус. Как бы мы видим, сделан ремонт, вложены значительные материальные средства. Нас очень гостеприимно и дружелюбно принимают. Мы уже переисполнены благодарности, хотя здесь находимся всего 1 день. Интернат, принимающий сегодня участников летней школы, на протяжении многих лет находился не в самом лучшем состоянии. Однако при поддержке президента Бадры Гунба удалось кардинально улучшить условия. Благодаря руководству страны было выделено более 11 миллионов рублей на проведение капитального ремонта в Гагарском лицее-интернате. Это 2 этажа в спальном корпусе. Были отремонтированы коридоры, все комнаты, приобретены кондиционеры, отремонтированы душевые и санузлы. Здесь обучается 90 детей. Они долго ждали этого ремонта. Министерство просвещения, в свою очередь, позаботилось о полной меблировке обновленных помещений. На эти работы было выделено до 3 миллионов рублей. Учащиеся теперь располагают новыми кроватями, шкафами, тумбочками и постельными принадлежностями. Кроме того, здесь обновленная кухня, оснащенная всем необходимым. Столовая и актовый зал также были переоборудованы. В Гагарском лицее-интернате отсутствовала прачечная, поэтому во время учебы детям приходилось приезжать со своим постельным бельем и увозить его обратно. Чтобы решить проблему, были приобретены стиральные машины. Директор лицея-интерната Лиана Пилия выразила искреннюю благодарность руководству страны и Министерству просвещения за их неоценимую поддержку и помощь. Признательность директор выразила также главе поселка Эдгару Будба за его постоянную готовность помочь и активное участие в улучшении условий школы. Я очень рада, что мои учащиеся с сентября в новом учебном году
будут учиться и жить в таких комфортных условиях. Летняя школа будет работать более 2 недель. Организаторы выражают глубокую благодарность за вклад в подготовку площадок, учебных помещений и гостеприимства, которые на высоком уровне обеспечили проведение такого масштабного проекта. Экологическая экспедиция школьников проходит по инициативе участников конкурса «Учитель года» при поддержке Министерства просвещения Абхазии, издательского дома «Учительская газета», Общероссийского профсоюза образования и Общероссийской общественной организации лидеров образования «Учитель года». Сария Кварацхеля, Музафар Астанов, Абхазское телевидение. Более 2,5 миллиардов рублей налогов поступило в бюджет страны за 6 месяцев текущего года. Поступления налоговых платежей в бюджет за июнь составили 458 миллионов 207 тысяч рублей при плане 344 миллиона 410,8 тысяч рублей. Плановые показатели выполнены на 133%. За 6 месяцев в бюджет Абхазии поступило 2 миллиарда 558,5 миллионов рублей при плане 2 миллиарда 228 миллионов. Динамика поступлений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составила 117%. В Галском районе раскрыта кража 5 лошадей. Согласно материалам уголовного дела, граждане Кварацхели и Гвагваля на степном поле сел Таглан и Падыгуара застрелили 4 кобыл и 1 жеребца, вывезли туши с места преступления, принадлежащие одному из соучастников дом, где разделали конину и впоследствии реализовали в городе Сухум. Ведется следствие. По поручению мэра Сухума Тимура Агарба обустраивается пешеходная дорожка через парковую зону к морю от проспекта Аяйра до набережной. Укладывается тротуарная плитка на участке протяженностью 80 метров и шириной 5 метров. Ранее на проспекте Аяйра на отрезке от бывшего завода Сухум-Прибор до поворота на Маяк обустроили тротуар. Работы проводятся во взаимодействии с управлением капитального строительства страны. Всего будет уложено около 2000 квадратных метров тротуарной плитки. На улице Фазиля Искандера приступили к укладке асфальта. На одном из участков протяженностью 320 метров уложили первый слой. В течение 10 дней, если позволят погодные условия, планируется завершить ремонт дорожного полотна. Далее будут проведены работы по укладке брусчатки, высадке деревьев, замене устаревших электрических столбов. В городе Сухум знаменательное событие. Наконец, сегодня приступили к укладке асфальтного покрытия полотна на улице имени Фазиля Искандера. Работы были запланированы давно. Было очень много обращений граждан. Глава города Сухум Агарба Тимур Михайлович при вступлении в должность дал обещание жителям данной улицы, что в кратчайшие сроки все работы будут проведены и доведены до логического завершения. Сегодня тот день, когда вот 320 метров улицы имени Фазиля Искандера уложат первым слоем асфальтного полотна. Далее будут проведены работы по укладке брусчатки, высадке деревьев, замене столбов устаревших. Все работы проводят за счет бюджета города Сухум. Начался прием заявок на международный музыкальный конкурс «Лабораторию Алисы Гицба». Проект направлен на поддержку молодых исполнителей от 18 до 45 лет. Мероприятие пройдет в Сухуме, Москве. Участников ждут мастер-классы и конкурсные этапы по 3 номинациям: сольное оперное пение, камерное вокальное исполнительство, искусство аккомпанемента. Лучшие выступят на гала-концертах лаборатории. Заявки принимаются до 30 сентября. А сейчас прогноз погоды. По сообщению гидрометцентра, во вторник, 8 июля, в Абхазии ожидается небольшая облачность, без осадков, ночью и утром местами туман. Температура воздуха ночью плюс 17-22, днем плюс 25-30 градусов, температура морской воды плюс 23. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго. До встречи в эфире.